3 вещи всего лишь. Скиния, послушание Богу и время чудес. Итак, сегодня мы говорим о вере. И эта вера называется, вера проявляется в чудесах. Согласитесь, что любой человек веры, это человек, который видел чудеса. Да. Согласитесь? Когда мы перечисляем людей из послания Евреям 11 главы, согласитесь, что все жизненные истории этих людей всегда были связаны с какими-то Божьими чудесами. Чудеса и вера – это вещи, как 2 руки, левая и правая, они идут неразрывно друг с другом. Поэтому твоя жизнь веры, она всегда должна быть полна чудес Божьих. И я знаю, что в жизни каждого из нас были какие-то чудеса. Друзья, когда мы говорим о героях веры, вот мы читали о разных героях веры, какие вам чудеса приходят на ум, когда мы вспоминаем героев веры из 11 главы послания Евреям? Воды, что воды? Воды. Воды разошлись. Красное море, это вообще-то Черное море было, Камышовое море переводится. Хорошо, ладно, еще какие чудеса? Еще чудеса. Авраам. У Авраама, бесплодного дядьки, родился сын, а потом еще после этого сына еще куча там сыновей понарожалось. 10 казней. 10 казней египетских, когда вода в кровь превращалась. Иисус пришел, воду в вино превратил, а Моисей говорит, а я могу воду в кровь превращать. Чудеса. Есть еще какие-то? Пожалуйста, скажите. Еще раз. Умножение хлеба, только я не помню, где у этих ребят было. Евреям 11 главе. У Иисуса, мы про Иисуса не говорим пока что. Герои веры. Герои веры. Или помолился и не было дождя. Вот знаете, это невероятное чудо, которое делал. Про Иерихон, да, ты говоришь? Стены иерихонские, они были двойные. Одна стена была 2 метра шириной, другая стена была 4 метра шириной. Между ними 5 метров расстояния. Представьте себе, 10-метровые стены в высоту из камня построенные. И просто люди ходят, делают какие-то божественные шаги веры, и эти стены падают. Археологи говорят, они внутрь упали. Это вообще вынос мозга. Как? Этого быть не может. Сегодня я хочу поговорить с вами о самых, как и я лично. Да, и сейчас я свои места Писания открою. Я хочу с вами, друзья, поговорить, как я считаю. Для меня, по моему мнению, самые невероятные чудеса. И мы посмотрим, что нам нужно сделать, чтобы подобные невероятные чудеса происходили в нашей жизни. Вы хотите чудес? Вы чудес хотите, друзья? Друзья, я хочу чуда от Бога. Давайте посмотрим. Как я считаю, это по моему мнению, субъективному, это самые невероятные чудеса, которые мы можем встретить в Ветхом Завете. Хотя есть еще какие-то моменты, которые бы я бы говорил их и говорил, времени нет. Итак, первое место Писания. Исход 14 глава. Войско египтян, с 9 стиха мы читаем. Со всеми лошадьми фараона, колесницами и всадниками погналось за израильтянами и настигло их, когда они расположились лагерем у моря, рядом с Пифагором, напротив Беоцифона. Я просто говорю слова, которые мне проще выговорить. Когда фараон приблизился, израильтяне оглянулись и увидели, что египтяне преследуют их. Они очень испугались и стали взывать Господу. Вот здесь можно подчеркнуть, стали взывать Господу. Чудо рождается, когда мы взываем Господу. Друзья, вот почему мы молимся. Друзья, вот почему мы взываем Господу. Потому что чудо рождается на коленях. Чудо рождается в вопле. Чудо рождается в тот самый момент, когда твое сердце простирается к Богу, творящему эти чудеса. И что происходит? Здесь Библия говорит, евреи так сильно Они взывали Господу, и они сказали Моисею, разве в Египте не было могил? Что
что ты повел нас умирать в пустыню? Неправильная немножко молитва у них. Неправильная немножко, вообще неправильная у них, знаете, неправильный немножко вопль, но все-таки их сердце вопило. И они говорят, что ты сделал с нами, выведя нас из Египта? И дальше написано так. Разве мы не говорили тебе в Египте, оставь нас в покое, дай нам лучше служить египтянам. Лучше бы нам оставаться рабами у египтян, чем умирать в пустыне. Это неправильная молитва, друзья. Вообще неправильная молитва. Я помню одного человека, который мне свидетельствовал. Он исцелился от невероятного заболевания остеомиелита. 12 лет, как минимум, если я не ошибаюсь, он страдал от этой болезни. Знаете, как он исцелился? Он молился самой дурацкой молитвой, которой можно молиться. Он говорил: Бог, если ты есть, исцели меня. Это молитва, которая неприемлема для нас. Он только был уверовавший, он был новообращенный. Но если ты знаешь, что Бог есть, если ты знаешь, что Бог любит тебя, это не наша молитва, которой евреи взывали к Моисею, к Богу, которые просто упрекали Моисея, упрекали Бога за то, что их вывели из египетской земли. Но даже такие молитвы, даже такой вопль, Бог слышит, и Он начинает что-то делать. Библия, следующий стих, Библия говорит, Моисей ответил, 13 стих, Моисей ответил народу: не бойтесь, ребята, стойте твердо, и вы увидите, как Господь спасает вас сегодня. Египтян, которых вы видите сейчас, вы не увидите больше никогда. Вот человек веры. Дальше, будьте спокойны, Господь будет сражаться за вас. Господь сказал Моисею: зачем ты взываешь ко мне? Вели израильтянам идти вперед, подними посох, простри руку над морем, и оно разделится. Тогда израильтяне смогут пройти через море, как по суше. А я сделаю египтян упрямыми, и они пойдут за ними. Я прославлюсь, победив фараона и его войско с его колесницами и всадниками. И египтяне узнают, что я Господь, когда я прославлюсь, победив фараона с его колесницами и всадниками. Последнее это. Друзья, история о том, как воды Черного моря разошлись. Почему Черного? Там не Красное море. Некоторые люди говорят, они делают эти два понятия, Черное море и Красное море, взаимозаменяемыми. На самом деле это был один из заливов Красного моря. Некоторые люди говорят, что это вообще было озеро там ближе к Средиземному морю. Но что бы это ни было, произошло чудо. Что бы это ни было, произошло чудо. Человек Божий, Моисей, поднимает посох. И воды моря раздвигаются так, что почти 3 миллиона человек проходят по сухому. По тому самому месту, где до этого бултыхались дельфины, плавали рыбы, где до этого было все в воде. Эти люди переходят по суху. Египтяне смотрят и думают: вау, разве так можно было? Что, так можно было, что ли? И они начинают делать то же самое. И это море поглотило их. Это море сомкнулось. И это было самое невероятное чудо. Согласитесь, это против законов физики. Это против законов физики. Есть куча чудес, которые как бы можно объяснить с такой естественной стороны. Ты там себе внушал, ты перестал кушать всякую ерунду, колу перестал пить, поэтому ты исцелился. Да, похудел, там диету держал, все, красавчик, поэтому ты исцелился. Есть куча вещей, которые можно оправдать типа естественным ходом событий. Но это вещи противоестественные, согласитесь. Это самое настоящее чудо. И чудо рождается где, друзья? Чудо рождается на коленях. Чудо рождается в молитве. Чудо рождается в тот самый момент, когда мы вопим к небесам. И я хочу, чтобы мы были такой церковью, которая сегодня делает все, чтобы чудеса Божьи в нашей жизни происходили. Поэтому мы молимся. Поэтому мы поклоняемся Царю. Мы ищем Его присутствие. А второй момент. Всегда есть слово от Бога, которое Бог говорит тебе, как Моисею: подойди и сделай вот это, подойди и соверши вот это, подойди и что-то скажи, что-то произнеси, что-то провозгласи. Каждый из нас сегодня человек, от которого что-то зависит. От Бога зависит само собой, поэтому мы ищем Его. Но от Бога мало того, что мы вопим к Нему, мы получаем Слово от Него.
И мы, двигаясь в этом слове, мы двигаясь в тех откровениях, которые мы получили, мы начинаем делать эти вещи, и мы начинаем видеть, как чудеса приходят. Хочу провозгласить 23-й год, годом чудес, но это время поиска Бога и время, когда каждый из нас, мы что-то делаем от Бога, и чудеса придут и не замедлят. Знаете, вера, на чем она созидается и на чем она строится? Я знаю Бога, я общаюсь с Богом, я послушен тому слову, которое я принимаю и слышу от Бога, и потом я вижу, как чудо приходит в мою жизнь. Чудо придет, общение с Богом, послушание Богу, чудо не замедлит. Давай следующее место Писания. Еще одно невероятное место Писания. Это вообще для меня всегда, когда я читал это место Писания, я не мог понять вообще как. Иисуса Навина 10 с 5 стиха. Я думаю, некоторые из вас читали и тоже думали, что это какие-то сказочки библейские, но это вещи, которые происходили. 5 аморейских царей, царей Иерусалима, Хеврона, Ярмута, Лахиша и Эглона объединили силы против евреев, я добавляю. Они вышли со всеми своими воинами, расположились лагерем напротив Гаваона и напали на него. Тогда гаванитяне послали сказать Иисусу, это не Иисус Христос, чтобы вы не путали, хорошо? Это Иисус Навин, Иисуса Христа еще не было пока что. Это происходило за несколько сот лет до пришествия Иисуса Христа. Так вот, к Иисусу Навину послали в лагерь сказать, не оставь своих слуг, скорее приходи к нам и спаси нас, помоги нам, потому что все аморейские цари с Нагорий объединили свои силы против нас. Иисус выступил из Гилгала со всем своим войском, со всеми лучшими воинами. Господь сказал Иисусу, не бойся их, я отдал их в твои руки, никто из них не сможет тебе противостоять. Иисус шел из Гилгала всю ночь и захватил своих врагов врасплох. Господь привел их в смятение перед Израилем, который разбил их, одержав при Гаваоне великую победу. Израильтяне гнались за ними по дороге, поднимающейся в Бет-Хорон, и разили их до Азики и Македы. Следующий стих. Когда они бежали от израильтян по склону Бет-Хорона в Азеку, Господь, ну-ка давайте вместе, Господь забросал их с неба огромными градинами, и от каменного града погибло больше народа, чем от мечей Израиля. Господь на небесах сидит, градины, на врагов твоих. Но это происходит тогда, когда ты послушен. Библия говорит, Бог сказал Иисусу Навину сделать определенные вещи. Чудо приходит в твою жизнь, когда ты слышишь Бога, и ты делаешь те самые вещи, которые Бог от тебя ожидает. Сегодня церковь, послушная Богу, это церковь, открытая для чудес. Сегодня церковь, которая настроена на то, чтобы больше слышать, чтобы быть покорной своему Господину. Это церковь, в которой невероятные вещи происходят, вплоть до каменного града с небес от Бога. А следующее место, оно вообще, оно больше, чем мои представления какие-либо. Иисус воззвал Господу в тот день, когда Господь отдал Амореев израильтянам и сказал перед всем Израилем: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной Ай-Ла-Ай-Ялон». И дальше написано: «И солнце остановилось, и стояла луна, пока народ не отомстил». В смысле? 24 часа в сутках. Иисус Навин просто поднял руки, и эти 24 часа, они продлились. Я не знаю, насколько они продлились, но, да, здесь Библия говорит, что сутки превратились в двое суток фактически. День продлился, или сутки продлились еще на сутки. То есть солнце стояло, вот световой день, и плюс еще световой день. Что происходит? Не может такого быть. И знаете, когда мы читаем вот эти места Писания, это места Писания, которые лично для меня, они дают мне понимание того, в какого Бога я уверовал. Какой Бог за мной стоит. Иногда мы читаем про какие-то вещи, и мы думаем: нет, этого быть не может. Ребят, это Бог.
который сотворил и луну, и солнце, и который может все это просто в один прекрасный момент остановить. А помните, когда произойдет последнее время, луна померкнет, солнце померкнет, и вообще потом в конечном итоге солнца не будет, потому что Иисус станет нашим солнцем. Помните эти вещи? То есть все это сегодня в руках твоего Бога. Бог, в которого ты веришь, это не просто тот самый дядька с иконки распятый, который там висит и ничего не может, которого ты сегодня стесняешься перед другими народами. Это Бог, который сотворил землю и небо. Это Бог, который рулит сегодня звездами. Это Бог, который больше, чем все президенты мира, чем все эти советы, которые существуют сегодня у политиков, у олигархов, у еще у кого-то, кто типа рулит землей. Сегодня Бог, единственный хозяин неба, который творит невероятные чудеса. Это Бог, которому мы уверовали. Вот эти свидетельства того, что было тогда, они говорят о том величии Бога, в которого сегодня я верю. Аминь. Аминь. Скажи, твой Бог великий Бог. Твой Бог, Он больше, чем все твои ограничения. Твой Бог может больше, чем ты себе в голове напридумывал. Мы иногда молимся какими-то мелкими молитвами, и мы говорим, ну не знаю, сможет или не сможет, ну не знаю, получится или не получится, ну не знаю, срастется или не срастется. Когда я общаюсь с Богом, я получаю слово, и я делаю то, что мне Бог сказал. Срастется, получится и произойдет. Аминь, друзья. Именно с этим настроением я хочу, чтобы ты входил в 23-й год. Именно с этим настроением я хочу, чтобы ты искал Бога своего. Именно с этим настроением я хочу, чтобы ты получал от Него откровения по поводу твоих детей, по поводу твоей семьи, по поводу твоего здоровья, по поводу твоих финансов, по поводу твоего служения. Все должно быть с неба, когда ты принимаешь от Него Слово, когда Он начинает тебе говорить, когда Он вкладывает в твое сердце какое-то послушание каким-то словам, которые ты услышал в тайной молитвенной комнате, и ты двигаешься в этом, и ты видишь, как это работает. Знаете, когда мы размышляем о том, кто такой Иисус Навин, если я вас спрошу, кто такой Иисус Навин, каждый из вас скажет, это преемник Моисея. Это второй вождь после Моисея, который завоевал для израильтян вот эту землю хананейскую. Но я по-другому вижу этого человека. Открой нам следующее место Писания. Это человек, который был поклонником Божьим. Это человек, про которого вот здесь написано, 33 глава Исход. Моисей поставил шатер за лагерем поодаль и назвал этот шатер шатром собрания. Всякий, кто хотел спросить Господа, шел к шатру собрания за лагерь. Это было место поклонения, это было место обитания Божьего. Это было место, куда Моисей приходил, где он наполнялся откровениями, где он наполнялся Словом. Это то самое место, которое Иисус называет тайная комната для тебя. Это то время, которое мы проводим в поклонении. Это то время, которое мы проводим, ища Его лица, где мы страстно простираемся к Нему, где мы изучаем Писание, где мы плачем, где мы смеемся, где мы получаем какое-то назидание. Это все наш сегодняшний шатер собрания. И это не только воскресенье здесь. Это дома у тебя в твоей комнате, там на 8 микрорайоне в доме 31Б. Это там, где ты живешь, это там, где ты моешься под душем, где ты поклоняешься, где ты поешь, где ты славишь Его, где ты стоишь на коленях, где ты целуешь свою жену и говоришь, ты моя любовь, потому что Иисус моя любовь, и поэтому я тебя люблю. Хитрюще, да? Знаешь, собрание закончится, ага. Всякий раз, когда Моисей шел к скинии, народ поднимался, стоя у входа в свои шатры, смотрел на Моисея, пока тот не входил в скинию. Дальше Библия говорит, когда Моисей входил в скинию, облачный столб опускался и стоял у входа, пока Господь говорил с Моисеем. Когда народ видел у входа в скинию облачный столб, они вставали и кланялись у входа в свои шатры. Они такие, знаете, у них религиозные были обряды. Вообще не понимаю, почему они это делали. Они как бы просто вот, у них были традиции определенные. Моисей входит в скинию, они поодаль стоят. Моисей там с Богом разговаривает, они просто кланяются. Непонятно кому, Моисею, столбу облачному, Богу, скинии. Это был непонятный религиозный ритуал. Точно так же, как многие люди сегодня кучу религиозных ритуалов исполняют. Но не в этом сила. Сила в скинии. Сила в том месте, куда приходил этот мужчина. А там интересно написано, Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит со своим другом. Потом Моисей возвращался в лагерь. Но его молодой помощник Иисус, сын Навина,
не покидал шатра. Вот где рождаются Божьи победители. Читая про этого человека, у меня перед глазами встает Давид, который поставил скинию, и он проводил в этой скинии время. У меня возникают все те Божьи люди, которые проводили время с Богом. Вот это то самое место, где рождаются герои Божьи. Если ты хочешь быть героем Божьим, если ты хочешь быть человеком, который принимает от Бога идею, понимание какое-то, того, что нужно делать тебе для того, чтобы увидеть чудо, твое место – это скиния. Твое место – это то самое место, которое было у Моисея в шатре, но у тебя ты можешь построить свое место в своем доме, в любом месте, где бы ты ни находился сегодня. Но это отношение с Богом, которое ты ежедневно поддерживаешь, кормишь внутри себя, читаешь Писание, покоряешься этому Писанию, разговариваешь с Богом, молишься на иных языках, проводишь время в постах. Это все наша скиния, друзья. Это все скиния, потому что там рождаются воины, и там рождаются победители. Там рождаются люди, которые переживают свои чудеса. Я хочу, друзья, чтобы мы, как церковь поклонения, мы сегодня пришли в свою скинию. И следующий год, 23-й год, мы не просто назывались бы церковью поклонения, мы бы стали этими поклонниками. Мы бы стали этими людьми, которых ищет сегодня Библия, которых ищет сегодня Бог. Библия говорит, Иоанна 4 глава, что Бог сегодня очень усердно ищет людей, которые будут поклоняться Ему в духе истины. Он не ищет тружеников. Труженики, они рождаются после того, как эти люди становятся поклонниками прежде. Он не ищет победителей. Он ищет людей, которые первое поставят на первое место. А первое – это стать Его поклонником. Будь безумным поклонником Христа. Будь человеком, который сегодня ищет Его лица каждый день. Страстно нуждается в Боге. Тоскует по Богу. Ни одного дня без Бога не проводит. В мыслях о Боге. В желании быть послушным Богу. В желании что-то делать для Бога. Давайте еще у нас 2 места Писания есть, и мы закончим. Это 2 места Писания из книги «Деяния апостолов». Когда мы читаем о поклонниках, я вспоминаю всегда эти места Писания и понимаю, если бы эти ребята, они не поклонялись Богу, они не искали Его лица, они не были бы послушными бы в конце концов тому слову, которое они получали, не было бы того, что в истории бы называлось, например, достижение язычников. История Деяния 10 главы – это достижение первых язычников для Христа. Первые язычники, здесь описывается история, как они были обращены к Богу. В Кесарии был человек по имени Корнилий, сотник из полка, который носит название италийский. Корнилий, как и вся его семья, был человеком благочестивым, боящимся Бога. Он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Богу. Однажды, около 9 часа, Корнилию было видение. Он ясно увидел Божьего ангела, который явился ему и сказал: «Корнилий!» Он взглянул на него в ужасе и сказал: «Что, господин?» Ангел ответил: «Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к Нему, как приятный запах жертвоприношения». Дальше написано: «Пошли людей в Яффу, чтобы они позвали Симона, которого называют Петром. Он остановился у кожевника Симона в доме у моря». Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнилий позвал 2 своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения, и, пересказав им все, что произошло, послал их в Яффу. А в это время, в полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петр поднялся на крышу дома помолиться. Он был голоден и хотел есть. Он был голоден и хотел есть, но поднимается на крышу дома помолиться. Ой, я немножко посплю, ой, я немножко пойду в носу поковыряюсь, пока мне еду готовят. Нет! Этот человек понимал, любое малое время, которое у него есть, я буду посвящать тому, чтобы искать Бога. Он был голоден и хотел есть, поэтому он пошел на крышу дома. У тебя нет денег, у тебя не хватает чем оплатить твоим кредиторам, поэтому ты пошел на крышу дома помолиться. У тебя непонятки с женой, у тебя непонятки с детьми, поэтому ты пошел на крышу дома помолиться. У тебя есть нужда и страстное желание видеть чудеса Божьи, поэтому ты идешь на крышу дома помолиться. Это вещи взаимосвязанные. Скажи своему соседу: взаимосвязанные. Это вещи взаимосвязанные. Он был голоден и хотел есть. И пока готовили пищу, Петру было видение.
Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за 4 конца. В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающихся и птицы. Затем голос сказал ему: встань, Петр, закали и съешь. Ни в коем случае, Господи, ответил Петр, я никогда не ел ничего оскверненного или нечистого. Красава! Вообще красава! Вообще с принципом мужик! Но человек, который первое, что начинает бодаться с Богом, тогда голос сказал ему во второй раз: не называй нечистым то, что Бог очистил. Так было 3 раза, и тот час полотно было поднято на небо. Петр все недоумевал, что бы это значило. Когда люди, посланные Корнилием, распростив про дом Симона, подошли и остановились у ворот. Они стали спрашивать, здесь ли остановился Симон, называемый Петром. Петр все еще обдумывал видение, когда Дух сказал ему: тебя ищут 3 человека, вставай и спускайся вниз, иди с ними без колебаний, потому что это я послал их. И что произошло? Огромное количество первых язычников приняли Иисуса Христа. А что было бы, если бы Петр просто не пошел молиться? А что было бы, если бы Петр просто помолился и продолжал бы спорить с Богом, и когда пришли бы эти язычники, он сказал: идите лесом, потому что я с язычниками не общаюсь, мы с вами не соприкасаемся, валите, in the name of Jesus, для кое-кого мы говорим. Ребят, слышите, а что было бы сегодня, если бы ты не помолился и не был послушным? А вот теперь задай себе вопрос: а сколько раз я игнорил Божий голос? Сколько раз я не хотел молиться? Сколько раз я не шел в эту скинию? А сколько раз я не был послушен Богу? А потом я хочу, чтобы чудо было. А Бог говорит: ты не послушен мне в базовых вещах. Некоторые люди говорят: ну я так сильно Бога не слышу, Денис, как ты его слышишь. Ты его слышишь, когда читаешь Библию. В Библии написано: не кради, ты продолжаешь красть. В Библии написано: не блуди, ты продолжаешь блудить. В Библии написано: почитай день субботний как святыню. Ты продолжаешь в воскресенье своими... На капризе на лыжах я катаюсь в воскресенье. Над некоторыми можно посмеяться. Это база, дружок, это база твоих отношений с Богом. В Библии написано четко, что тебе делать, чего тебе не делать. 10 заповедей делаешь, уже начало успеха, ты на базе находишься. Если ты этого не делаешь, да Бог не будет тебе ничего нового говорить. О, брат, выйди, сделай там такое телодвижение невероятное, и Илон Маск перед тобой встанет и скажет: что тебе подарить, брателло? Может быть, твиттером с тобой поделиться. Некоторые фантазеры. Бог не будет тебе ничего говорить, если ты в базе сегодня не верен. Если ты Слово Божие знаешь и не послушан ему. Если ты, например, обкрадываешь Бога, обкрадываешь людей, взял у кого-то взаймы, а отдавать не собираешься. А потом: Бог, чудо мое принеси мне. Бог говорит: братан, отдай то, что тебе не принадлежит. Не позитивная проповедь, конец чудес. Позитивная проповедь. Это, друзья, позитивная проповедь. Это послушание невероятному Богу. Когда я читаю Слово Божие, и я вижу, прощать надо. Я вижу, не надо никого пасть не открывать свою, иногда очень злую, и не поносить никого. Вау! В смысле не поносить? А это, знаешь, когда ты открываешь рот и говоришь про людей заведомо ложные вещи, в которых ты не уверен, но ты дискредитируешь человека, потому что он тебе по каким-то причинам не нравится. Это неправильно, брат. Бог тебе скажет: остановись, остановись, потому что ты чудесам двери закрываешь. А давайте следующее место Писания посмотрим. Давайте, 13 глава Деяний апостолов. Следующее место Писания. 1 стих. В церкви Антиохии были пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый негр. In the name of Jesus. Киринец, Луций. Это у нас в Библии так написано, американцы, простите. Киринец, Луций, Манаин, получивший воспитание вместе с правителем Иродом и Савлом. Однажды, когда они служили Господу и постились, что они делали? Вот знаете, когда ты находишься в скинии, ты служишь Господу. Когда ты поклоняешься Ему, когда ты льешь слезы перед Ним, когда ты молишься, когда ты проводишь время в Божьем присутствии, это все называется служение Богу. Потом, когда ты послужил Богу, и ты выходишь наполненный Богом, наполненный жизнью Божией, светом Божьим, ты выходишь в этот мир, тогда и только тогда ты можешь послужить людям.
Сегодня безумие, которое я вижу в христианской церкви. Люди забыли, что такое шатер или скиния поклонения. Люди забыли, что значит время с Богом проводить, что значит наполняться Богом, что значит быть послушными Богу. Зато они все хотят кому-то служить. Как ты можешь служить и чем ты можешь служить, если ты в скинии время не проводишь? Слышите, друзья? Это так важно, когда они постились, они молились, они поклонялись Богу. Их было 6 человек, если я не ошибаюсь. 6 там перечисляется, да? Тогда они получили слово: отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я их призвал. Знаете, если бы не было этого момента молитвы, поклонения этих 6 людей, это были люди, которые управляли церковью в Антиохии. Не было бы того, что дальше написано: они после поста и молитвы возложили на них руки, отпустили их. Эти 2 апостола, посланные Святым Духом, пошли в Селевкию, оттуда отплыли на Кипр. Не было бы послания Ефесянам, не было бы церкви в Ефесах, не было бы в Ефесе, не было бы церкви в Колоссах, на Филиппах не было бы церкви. Не было вот части Нового Завета, если бы вот эти мужи Божии не служили, не поклонялись Богу и в конечном итоге не были бы послушны Богу. Друзья, новый 23-й год – это время проводить с Богом. Это время быть послушными Богу. И тогда будут открываться новые двери. Тогда целые церкви будут рождаться. Тогда целые миссии будут рождаться. Тогда будет рождаться то, что людям не под силу сделать. Эти 2 человека, они были первые миссионеры, которые потом распахали весь цивилизованный мир, Азию, Европу. Они шли, основывали церкви. И церкви росли как грибы. Но если бы они не проводили время с Богом и не были бы послушными, не было бы ничего. На этом я хочу остановиться сегодня. 23-й год мы провозглашаем годом времени с Богом, времени послушания Богу и в конечном итоге время Божьих чудес. 3 вещи всего лишь: скиния, послушание Богу и время чудес. Знаете, чем отличается человек веры от человека религиозного? Человек веры знает своего Бога, послушен своему Богу. Даже если это немножко неприятно ему, может быть, это немножко не вписывается в какие-то его взгляды, он все равно продолжает быть послушным Богу, и он видит чудеса. Религиозный человек, он делает формы, он делает вид, он снаружи только благочестивый, но внутри этого человека царит пустота, тьма, потому что там нет скинии, там нет живых отношений с Богом. Этот человек делает какие-то формальные действия, как все христиане делают, но в его жизни ничего не происходит. Потому что вера, она радикально отличается от религии. Религия – это внешние проявления. Вера – это то, что я храню внутри своего сердца с Богом в отношениях. И то, как я послушен этому Богу.